Некий Сергей Ингушевич пишет: границу с Осетией провел по 1924-1934 годам. Границу с Чеченской РСР провел временную, включив все села из бывшего Сунжинского района ЧССР, кроме Серноводской и Осиновской Ахбарзя. Если бы карта была готова за месяц до Нового года, или если бы в декабре 2006 год не отменили решения Назрановского и Сунжинского федеральных судов, то эта карта была бы с юридической стороны законной, можно было бы выставить ее как официальную карту Республики Ингушетия. Не успел, извиняйте. Алаудин. История не знает сослагательного наклонения, в том-то и дело. В этом и была вся соль, чтоб мы у Верховного суда не только самодельным флагом махали, но и представили об общественности эту самую карту в виде плаката. Указали тогда, что нас по неправедному решению суда лишают территории. Наглядно причем, а так кто будет разбирать из сторонних зрителей, где кому чего прирезали, а у кого отрезали. Левобережный кусок с бура полностью осетин просто убьет. Боятся. Ингушевич, Баркал тебе за карту. Молодец, потрудился. Твой труд не пропадет даром, им еще мы немало будем пользоваться. А ты уже вошел в историю как человек, который потрудился ради своего народа. Братский Баркал тебе еще раз. Речь скорее всего идет про эти карты. К сожалению, мы не знаем, кто такой этот Ингушевич, но работал он, видимо, над этими картами. Примерно с такими картами ингуши спустя 11 лет, в 2018 году выходили на митинги в Магасе. Зураб 89 пишет: внесение, исправлена граница с Ичкерией, исправлены и внесены ряд названий, Бура-Джерах, внесены ледники и обозначения гор. Алаудин. Отличная работа. Запускаем на аудиторию. Эта карта производит ошеломляющее впечатление. Раскол сознания происходит. А еще вот что, если эту самую карту состарить в фотошопе, поставить реквизиты 1925 года или ранее на английском языке, типа англичанин составлял для Ее Величества, или чтобы была и все названия написать на латинице. Вот это будет бомба. Ингушевич и Зараб, респект вам за работу. На общем фоне иногда кайфуешь исключительно из-за того, что есть такие ингуши, как вы, способные внести весомый вклад в общее дело. Полученный вами опыт и результат очень пригодится, а также и дальнейшая работа будет более динамичной, меньше, чем 2 года. Присоединяюсь. Молодцы. Пишет ТТ-52. Алаудин, если ее выдать как произведенную профессионалом для королевы, придется все-таки предусмотреть, что для достоверности карты, исходные данные, географическую сетку нанести, если мы ее запустим в дело. Ребята это не умеют делать. Надо это сделать, наверное, в геодезической программе. Такие картографические конторы в СССР были в Ленинграде и Омске. Или может кто знает, как это сделать, из наших программистов. Диски с такими программами, наверное, еще продаются крэкнутые. Надо посмотреть любую карту, что на ней пишут, исходные данные, координатные сетки и так далее, и сделать аналогично. Тем более, если сделать под британскую, что будет очень сложно, если даже возможно для наших любителей, то сделать, посмотрев английский стиль производства карт в картографии. Немецкие автомобильные карты можно посмотреть. Нельзя допустить ошибки в таком деле, даже маленькой, если делать под европейскую. Иначе весь труд пойдет на смарку. Думаю, это все понимают. Если, конечно, мы не хотим просто позлить наше окружение. Нас быстро раскалят. Как вариант, легально просто запустить ее, как составленную современниками карту Ингушетии того периода, составленную на основании исторических документов. И для сравнения, пустить рядом современную карту, показать, что от нашей страны осталось после мудрого правления Кремля. Откуда такая граница с чеченцами, спрашивает у Зураба 89 наш картограф Сергей Ингушевич. Ингушевич, собрания и беседы на эту тему идут на пользу. Низкий поклон тебе. На следующей встрече тебе надо определить с МЧ, где, сколько и в каком формате будем ее печатать. Было бы хорошо, если бы ты заранее определил место, где это сделать. Инакомыслящий, распечатать всегда успеем. Я хочу довести эту карту до ума, нанести необходимые обозначения, наши названия и соответствующие им навязанные осетинские названия, которые есть сейчас и которыми пользуются ингуши, Карца, Марца и так далее. Ты знаешь, я сейчас работаю, у меня времени практически нет, хотя в инете сижу почти круглосуточно, то с работы, то из дома, то из мобильника. Я на связи круглосуточно. До конца следующей недели попытаюсь нанести все необходимые обозначения и сделать один экземпляр карты. Потом встретимся и решим, нужна ли нам эта карта, которую я сделал, и стоит ли ее множить и распространять среди наших и не наших. Зараб 89, я жду твоего ответа.
Откуда взялась граница с чеченцами? И какими программами умеешь пользоваться? Photoshop Corel. И вот некий Орджоникидзе отвечает на вопрос картографа. Возможно, что он и есть Зураб 89, но под другим ником. Не помню по ходу по ТВ, но по большому счету нет точных границ. То, что обозначил я, как и твои границы, тоже были условные. Ссылался я на тот факт, что Чечне передали только 2 села, а передели всей границы и ничего. Никто не говорил. Скорее фотошопом и то как ламер. Да, как говорит Бузуртанов, вы не ослышались. Ингушский ламер сперва нарисовал карту, а затем эти обманутые люди стояли на площади Магаса, отстаивая этот фотошоп и обливая грязью чеченский народ. Ошибочно полагать, что это видео вызовет скандал в ингушском обществе. Вместо этого они, как обычно, будут обливать грязью меня. Вернемся в наш форум. Понятно, говорит Ингушевич, что умеешь делать в фотошопе. Твои границы мне понравились больше. Пожалуй, возьму их за основу. Кто скажет, что твоя карта никому не нужна, можешь тому сразу в глаз дать. Мощнейшая карта. Зураб 89 ее подправил. Насчет границ с Чечней, оно и к лучшему. Если посмотреть в историю и почитать того же Деникина, то за весь Сунжинский район воевали не чеченцы, а ингуши. Но ты внес только часть Сунжинского района в республику Ингушетия. Теперь эту карту надо распространять везде. Во все сайты сбрасывать, вести огромную работу в инете. Твою карту можно перевести на латынь и сбрасывать ее на иностранные сайты. Поверь мне, братка, через лет эдак 40-50 на твою карту еще ученые будут ссылаться. Ее можно распечатать и распространять везде. Кстати, твоя карта, твой бренд без твоего ведома, никто его не имеет права печатать. За печать твоей карты, пускай тебе бабло платят. Ну ладно, по большому блату. Нам, ингушам, я думаю, ты разрешишь. А другие нации пусть платят за марку. За каждую отпечатанную карту тебе должны заплатить. Что касается границ с чеченцами, то у Зураба получилось более точно. Конечно, нельзя сказать, что верное на все 100, но на глаз примерно правильно. Из тех двух пунктов, Осиновка, Ахбарзе и Серноводск, они создали малюсенький свой Сунжинский район, включив туда еще прилегающие территории соседних районов. Таким образом, Сунжинский район есть как в республике Ингушетия, так и в чеченской. Тут уместно вспомнить, что все это происходит несмотря на то, что между чеченцами и ингушами было соглашение, заключенное двумя президентами Дудаевым и Аушевым. Давайте вспомним, как в 2005 году, в разгар военных действий в Чечне, ингуши отменяли этот договор. Сообщаю вам, что постановлением Народного собрания Республики Ингушетия от 9 июня 2005 года договор, заключенный между Дудаевым и Аушем, был отменен в связи с тем, что он не отвечал интересам ингушского народа. Постановление Народного собрания Республики Ингушетия от 9 июня 2005 года, номер 155, вот оно в моих. Вернемся к карте. Ингушевич спрашивает, как лучше подписать карту, Сергей Ингушевич или galgay.com. Другие варианты. Национальное агентство геодезии и картографии Республики Ингушетия. Генеральный директор Долгиев по желанию. Лучше так. Национальное агентство геодезии и картографии Республики Северная Осетия-Алания. Генеральный директор профессор Галазова. Для служебного пользования. А потом раскидать ее по другим российским и иностранным сайтам. Потом на других российских сайтах дать ссылки на первоначальные сайты и так повторить операцию несколько раз, чтобы затерять первоначальные источники. А потом опубликовать ее здесь в разделе «История» и дать ссылки на всех ингушских сайтах. Пусть будет скандал, это только привлечет внимание к этой проблеме. Я просто предложил вариант распространения этой карты, а не само название. Желательно, чтобы корни у карты были осетинские. Это я и хотел сказать. Вариант с директорами должен отпасть однозначно. Это автору придаст уровень лавочника,
О карте статус извините какой бумаги. Рассуждать и представлять нужно с позиции стороннего человека, не ингуша, чтобы вас уверило в серьезности и основательности предлагаемого проекта, карты. И пока не забыла, это проект, причем серьезный, плод долгих стараний и усилий, а потому должен иметь авторство, хотя бы в виде инициалов автора, и лучше латиницей, D, F, или N, M. Главное, это название карты. Проще простого вроде, а все же сформулируйте ее и изложите. Всяк проходящий мимо, увидит и подаст идею. Но название и прочее должно быть продублировано на английском, обязательно. А вот после названия нужно подумать о выходных данных. Лучше будет обойтись без, извините, брехни и шуток. Карта – вещь не адресная, потому всякие посвящения осетинам, пусть и в иронической тональности, исключила бы сразу, чести будет много. Баркал, Сергей Ингушевич. Очень важная и нужная нам, ингушам, работа. Насчет подачи материала согласен с Инг-92. Я основывался на рассказе Веста и еще одной вещи, точнее даже нескольких. Это положение негров в Судане, а также границы Индии, Китая, Пакистана, Кашмир и не только. На последней версии Гугла это все есть. Возможно, таких примеров больше, но это не важно. Нанесем самостоятельно границы, предъявим требования, составим коллективом текст требования идеал Аяндали, будем курировать вопрос до победного. Во всяком случае, это не должно быть сложнее карты. Это ингуши решили связаться с отделом картографии Гугла. Вспомнили, что где-то в Канаде живет программист Ингуш Албагачев, а вот что пишет Орджоникидзе. Да, я все видел. Да, предлагал. С картами и доказательствами, я так думаю, никаких проблем. Вроде все есть. Наглядно продемонстрируем их неточности на их же картах, заставим поправить. Нужно только коллективно составить официальное обращение от лица молодежной организации, администраторов ведущих сайтов и так далее. Решили повесить свои карты в кабинетах чиновников. Это говорит о том, что наши картографы известные и влиятельные в Ингушетии люди. Вот другое свидетельство этому. Некий Дауд имеет выход на тогдашнего президента Зязикова. Он обещает своим подельникам достать через него карту GPS. Далее ингуши вспоминают о ингушских землях в братской Грузии. Хайнакс предлагает договориться насчет Гвилетии. На что Орджоникидзе отвечает, цитирую: «Ну уж тогда и насчет сразу Хивсуров, Пшавов, Кистов, Кахетии ведь тоже когда-то были наши исконные земли, когда наши в Гвилете появятся, вот тогда, может быть, и договоримся, хотя о чем? Мы все еще в составе России». Решили, что Казбековский район Грузии, часть Южной Осетии и Ачхой-Мартановский район Чечни в прошлом принадлежал ингушам. 06 Рус недоумевает, почему их фантазии не отражены на древних картах Кавказа. В какой-то момент в голову Тимарк ударила мысль, что на форуме могут быть посторонние. Блин, неужели они просматривают этот раздел? Задается он вопросом. Кто они? Спрашивает Орджоникидзе. Кашпоты, отвечает он. Никто не просматривает, кроме Галгай. Не поднимай панику. Неужели ты думаешь, что об этой карте знаем только мы? У кашпотов работают за счет бюджета целые бригады, которые рыщут по интернету и выискивают возможности продвигать свои варианты. Нужно им что-то противопоставлять, а наши не чешутся, несмотря на все попытки их разбудить. Несанкционированный вход сразу покажет на контрольной панели. Успокаивает его Гест. Наконец-то Ингушевич представляет последнюю версию карты. Цитирую: «Последняя версия карты. Изменения. Первое. Граница с чеченцами. За основу взял вариант, предложенный Зурабом. Второе. Граница на севере, с Моздоком, исправлена. Вот она на самом деле выглядела в 1933 году. Третье. Исправлена граница в районе Базоркина. Мелочь, а приятно. Сейчас еще думаю, как ее доделать, что дописать и так далее». Далее Ингушевич получает благодарности. 06 Рус пишет: «Сергей Ингушевич и Зураб 89 красавцы. Очень хорошие карты. Кстати, карта есть на Амине. Я был приятно удивлен. Там есть тема карта Ингушетии с пригородным районом. Очень были поражены осетины, скажем так, неприятно удивлены. Теперь касаемо самого вопроса. На данный момент страшно то, что у нас по сути нет границ. Мы, Республика Ингушетия, не существуем. С Чечней вопрос отложен, с Осетией спор. Пока мы рисуем, политический вопрос не решен. Вот что важно, братья ингуши. И еще, Сергей Ингушевич, я живу в станице Орджоникидзевской, почему ты пишешь Слепцевсге? Ведь Слепцов царский генерал, который уничтожал войнахов. Лучше уж написать Кори Юрт,
А Троицкая, Эбарк-Юрт. Мое мнение такое, пока не будет границы, эти карты просто намерение. Опять же, поднимая вопрос о границах, мы накличем беду, потому что нам противостоят осетины, не хотят возвращать пригородный Владик, с другой стороны Чечня спорит насчет Чацы Сунжинского и Молгобекского, хотя ничего им не принадлежит по сути. Не обошлось и без курса психологии. Вот что поведал Алаудин. Цитирую: «К чему я постоянно и неустанно призываю всех, потому что это основа всей идеолого-психологической войны, быть полностью уверенным в своей правоте, идеологическая база, и навязывать противнику свои правила игры, ломая все его установки и навязываемые им на протяжении десятилетий условия. Все эти станицы и другие подозрительные названия надо также постепенно заменять на ингушские и ставить на картах. Где их нет, самим придумать и проталкивать, с таким видом, что они тысячи лет уже бытуют. Одно только название Западная Ингушетия уже поломало мозги реально, многим осетинам даже из правительства ихнего. Имел счастье наблюдать на круглом столе как-то раз. У Кисаева просто предохранители в мозгу горели и дым шел, а ведь тоже придуманное название-то. Грузины, кстати, эту идею поперли со своей Верхней Абхазией, но не жалко и поделиться, раз такое дело. Именно так действуют ингуши с осени 2018 года. Вспомним про некоторые мифы. Ковер, якобы подаренный Дудаевым Галазову в разгар осетино-ингушского конфликта. Баннер, висевший в Грозном с надписью «Русские в Рязань, татары в Казань, ингуши в Назрань». Ингушский батальон, брошенный отступающими через секретный туннель чеченцами в президентском дворце. Список можно продолжить, но мы на этом остановимся. Информация, с которой я познакомил вас, когда-то хранилась в закрытом форуме. Сегодня, спустя 13 лет, она стала доступной. Как говорится, все тайное становится явным. Когда приходит истина, ложь исчезает. Я выложу ссылку на этот форум, и, возможно, вы сами ознакомитесь с ним. Я вам выложил малую часть того, что было там. Надеюсь, это откроет глаза тем из нас, кто по сей день продолжает обманывать себя, отказываясь верить своим собственным глазам и ушам. Это касается не только чеченцев, но и ингушей, для которых истина превыше грозного местечкового национализма, пропитанного ненавистью к чеченцам.